Казани продолжается филармониада. На очередном фестивальном концерте зарубежные, русские, татарские и башкирские песни исполнили артисты татарской и башкирской филармонии. Творческая дружба между этими двумя филармониями давно существует. Как и у нас, при башкирском объединении любителей музыки есть эстрадные коллективы, и народные, и джазовые оркестры, и музыкальные лектории. Существуют и общие проблемы, как в век шоу-бизнеса и коммерческого успеха сохранить классическое искусство. Голоса и мнения двух филармоний услышала Полина Кострицкая. В этом году филармониада собирает зрителей со всей республики. Многие концерты проходят с аншлагами. Вместе с популярностью растет и география участников от Казани и Москвы до США. Фестиваль, говорят его создатели, нужен и городу, и самой филармонии. 75 лет ее музыкально-литературной лекторий открывал для народа грани искусства и новых солистов. Очень нужно классическое произведение побольше, чтобы прозвучало, и поэтому сегодняшний день нужно просветить наш народ, нужно его воспитывать народ. И для этого нужно, конечно, иметь всегда музыкальные лектории. Нужно доводить до зрителей именно истину высокого искусства. Вот сегодняшний день, слава богу, вот мы занимаемся этим и будем традиции нашего филармонической лектории продолжать. Однако сейчас филармония, по словам ее директора, нуждается и в солистах, и в финансах. Очень большие эти проблемы, просто о них до сих пор, может быть, никто не говорил. Это то же самое режиссура, концертная режиссура, это сценарии. Их просто режиссеров практически сегодня, концертных режиссеров нет. Все сводится к тому, что сделать шоу-бизнес, заработать очень большие деньги и как бы при этом минимум выплачивать какие-то расходы. Но если на этом строить концерт, то это, конечно, очень на короткое расстояние можно сделать свой бизнес-план, но будущего у такого подхода нет. Кадим Нуруллин сетует на то, что в республике нет единого концертного зала. Филармония он всего на 500 мест, а поскольку нужно оплатить гонорары артистам, цены на билеты недешевы. Чтобы сделать искусство доступным, нужен зал на 3000 мест. Мы должны быть на страже вот этого искусства, филармонического жанра, скажем, классики, такого классическом исполнении тоже солистов тоже, в охране, вот в прямом смысле этого слова, в охране таких уходящих жанров, что ли, невостребованных, что ли, жанров. Их мы должны сделать, чтобы туда ходили народ, приходили, да, и потом мы немножко себя чувствуем и в ответе за эстраду. Однако филармониада за 5 лет, развиваясь, с каждым годом показала, есть еще солисты в филармониях. Я в таком приятном ощущении, я вот услышал молодых певцов, вот баритон очень хороший, 2 девочки сопрано. Я знаю, что еще в филармонии есть певцы, солисты, которые поют. Это всегда Казань славилась, Татарстан славилась своими именно классическими певцами. Солист Башкирской государственной филармонии Вахид Хазыров за 20 лет работы исполнил более 2000 произведений. Русские романсы, произведения английских и французских авторов, татарские и, конечно, башкирские народные песни. Это не шоу-бизнес, это не то, что сию минуту получишь прибыль. Это несколько другой жанр, потому, как бы скажем, имеет просветительскую и, скажем, образовательную, скажем, значимость. Наше творчество, имеется в виду камерное творчество. Потому внимание должно быть, конечно, побольше. Классическое искусство нуждается в особом внимании со стороны государства, считают участники филармониады, фестиваля, который привлекает внимание к самым разным жанрам высокого искусства. Полина Кострицкая, Игорь Романов, столица.